какие общие планы, что вы хотите. Мы готовы, так скажем, оказать всяческое содействие и помощь, потому что планируется вообще проведение круглого стола на осень. Я так поняла, тема агрокласса сейчас мы будем обсуждать, поэтому планируется проведение круглого стола, связанного с кадровым обеспечением вообще, да, в первую очередь для отрасли сельского хозяйства. Поэтому как бы оно сюда встает и переплетаются эти вопросы. Вот. Давайте кому вначале слово предоставим? Чего начнем? Наверное, мы предоставим руководителям будущего проекта. Да, ну представьте, Надежда Владимировна, представьте, кто вы, да. Можно Сидите, да? Шмакова Надежда Владимировна. Да, Шмакова Надежда Владимировна, директор некоммерческой организации «Юготуй», «Дорога». Данный проект в нашей деятельности первый, и благодаря ресурсному центру «Вектор» мы успешно пытаемся его реализовать. Надеюсь, что у нас все получится. Тему мы эту выбрали не случайно, потому что сегодня среди молодого поколения очень стала непопулярна сельскохозяйственные профессии. И, конечно же, причин этому очень может быть много. Одно из них – это, конечно же, отсутствие у школьников и родителей понимания перспективы данной профессии, грамотного общеобразования. Существует в наше время стереотип о том, что сельское хозяйство – это очень тяжелый ручной труд. Соответственно, какие-то применения устаревших технологий и техник. Дальше мнение преобладает, что грамотное образование дает только очень узкую возможность, чтобы работать где-то в другом месте, уже никак не перестроишься. Но главной причиной все-таки является это недостаток информации, как мы считаем, по данной теме. Современное школьное образование сегодня не дает никаких первоначальных знаний в этой теме. Как мы уже знаем, в апреле 2022 года сельскохозяйственного политического рынка Республики Коми-Гагарина на расширенном заседании коллегии ведомства поделилась планами о том, что возможна реализация агрокласса. И уже в 2021 году Министерство образования совместно с министром сельскохозяйства была проведена и начата разработка методологии для возрождения таких вот агроклассов и агрофакультативов в школах, особенно в сельской местности. И также был уже проведен для учителей по этой теме. В нашем селе Пажга еще совсем недавно был очень крупный совхоз, который занимался выращиванием сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота. Сегодня в селе производства у нас, к сожалению, нет. Поля зарастают борщевиком. Работники совхоза Пажинские с горечью смотрят на заброшенные поля и вспоминают былое время. То есть это идея такое у нас. И школьная программа обучения был выведен общественно полезный труд и уроки труда. Были заменены на уроки технологии, на которых дети получают получают только теоретические знания. Практически у них умения не дается из-за отсутствия количества часов. На основании пункта 4 статьи 34 Федерального закона 273 об образовании в Российской Федерации учащихся не вправе привлекать к труду, который не предусмотрен в образовательной программе, без их согласия. Если ученики еще не достигли 18 лет, то согласие на использование детьми трудовых обязанностей должны предоставлять их родители или законные представители. В перечень проведения непосредственно земляных работ входят такие работы, как сбор урожая, прополка грядок. Сегодня жители села во много раз уменьшили свои поля по выращиванию овощей. Многие ссылаются на то, что все можно купить в магазине. Но скажите, какого это все качества в магазине, нежели выращено на своем огороде? Дети, проживающие в сельской местности, сегодня зачастую не знают, как вырастить даже тот же картофель. Необходимо возобновить интерес сельского населения к сельскому труду, воспитать в детях любовь к труду, тем самым создать солидарное общество, которое перейдет от потребителей к созидателям. Автономная некоммерческая организация «Юготуй» планировала принять участие в конкурсе фонда президентских грантов 2023 год с социальным проектом «Агрокласс». Цель данного проекта – это сформировать у учащихся 3-го класса Пажгинской средней общеобразовательной школы отношение к земле как к важнейшему достоянию человечества и крестьянскому труду
как достойному занятию, способному дать человеку смысл в жизни. В рамках проекта дети получат опыт успешной работы на земле, теоретические знания, возможности практического применения, выращивания урожая и способы реализации. Во время реализации проекта 20 детей, проживающих в селе Паж Господинского района, изучат и на практике пройдут весь биологический путь вида работ на примере овощей, таких как огурец, помидор, морковь, кабачок, свекла, необходимых от посева семян до сбора урожая, а также приготовления блюд из выращенных овощей. Проект будет реализовываться на базе Центра эстетического воспитания детей села Пажа. В команду проекта будут входить педагоги Центра эстетического воспитания, учитель начальных классов Пажинской средней образовательной школы, научные сотрудники КОМИ научного центра. Проект «Агрокласс» станет стартовой площадкой для детей в области формирования знаний и компетенций о сельском хозяйстве, о правильном его представлении. Одной из последующих задач развития проекта «Агрокласс» станет воспитание выпускника, способного к добровольному выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, готовому к смелому сочетанию трудовой деятельности с заботливым, бережным отношением к земле, технике, окружающей природе. Вкратце, то, что у нас по проекту мы планируем произвести. Конечно же, вот в проекте у нас классный руководитель Липина Екатерина Евгеньевна, которая действительно заинтересована в том, что ее дети станут пионерами в этом вопросе, потому что на самом деле за последние уже десятилетия этот вопрос у нас назревает очень остро. Наталья Николаевна Полякова, это председатель родительского комитета сегодня нашей встречи, она тоже как позицию родителей может нас в этом вопросе тоже консультировать. Еще будет здесь у нас на встрече, мы сегодня пригласили главу сельского поселения Ольгу Александровну Витева сегодня здесь. И в проекте у нас еще будут два педагога, специалисты Центра дополнительного образования, эстетического воспитания. Один имеет педагогическое образование, то есть педагог-биолог, у нее есть и опыт работы, и образование, позволяющее провести с детьми данную работу, и педагог, который может с детьми организовать то, что мы говорили, довести ее до стола продукт, да, то есть готовить, есть уже программа в Центре эстетического воспитания, где педагог занимается именно приготовлением пищи с детьми. Вот. И, соответственно, еще моя будет вторая должность здесь, в этом проекте, как библиотека сельской библиотеки, организация проведения уроков, встреч с людьми, которые у нас еще живут в селе, они работали ветераны сельскохозяйственного труда, чтобы напрямую с детьми они могли провести такие встречи. Вот. Конечно же, в проект мы еще включаем дополнительно выезды. Мы бы хотели посетить совхоз пригородный с его большими теплицами. Вот, в плане выезд обучение, не знаю, как правильно называется, где выращивают эти сорта, как правильно называется? опытная станция, скорее всего, Да, там, да, что-то такое. Да. И, конечно же, с Коми-научным центром, со специалистами тоже хотели бы организовать дополнительные встречи с детьми, чтобы они могли со своей стороны уже с научной точки зрения доставить какую-то информацию нашим детям. Здесь же, конечно, что мы могли бы детей попросить сделать, да, в практической деятельности. Мы хотим приобрести теплицу, чтобы на примере уже теплицы дети видели, как растут овощи. Здесь прополка, выращивание саженцев, высадка, ничего такого сложного нет. С родителями мы планируем организовать дежурство, так скажем, такого плана на летний период, чтобы ухаживание за данной теплицей не легло на плечи непосредственно педагога, да, который будет сопровождать наших детей, но выстроить работу именно с родителями, чтобы они могли помогать детям вот, в обслуживании данной теплицы. График выстроить, чтобы можно было их это. Вот. Потому что на самом деле сегодня у нас в селе не все, как уже было сказано, держат свое приусадебное хозяйство. Очень много территорий просто чистой газон. Вот.
и дети зачастую, если у бабушек там есть теплица, то их туда даже не запускают, боясь, что они делают что-то не то и от них урожай. Вот. В принципе, наверное, так вкратце. Скажите, пожалуйста, вы хотите вот этот проект, я посмотрела, классный руководитель 3 класс, вот только вот таких маленьких, или мы будем рассматривать и более старших? Смотрите, мы почему решили взять возраст 10-летних детей, да? Потому что более старший возраст у нас уже дети, можно сказать, упущены. То есть если мы им сейчас будем прививать такие вот как бы не знания даже, а способности, то они чаще всего уже будут отлынивать, лениться. А в этом возрасте у детей еще есть очень явный интерес ко всему новому, и они будут как бы заинтересованы больше. Если говорить про данный проект, здесь у него реализация начнется в 2023 году. Это дети уже заканчивают 3 класс. И заканчиваться он, когда будет уже этот проект, будет 4 класса. То есть они будут расти. Соответственно, если мы говорим о том, что мы проект будем в дальнейшем развивать, то есть мы его не останавливаем, то есть мы будем его дальше продолжать, то, соответственно, конечно же, будет уже разговор не только о детях 3 класса, а о детях. Да. Ой, смотрите, Наталья Павловна, да, дело в том, что автономная организация еще организация молодая, новая. И выходит в первый раз на грант, то есть там суммы небольшие, соответственно, мы берем пока 1 класс. Как уже сказала Надежда Владимировна, это 3 класс, у которых этих детей еще есть интерес, горят глаза и так далее, и так далее. Но этот проект дальше будет иметь развитие, то есть мы будем его уже тиражировать в другие, допустим, поселения, или же мы берем другие классы, и сам эти детки дальше пойдут в 4 класс тоже по этому проекту. Мы его, эту программу, Надежда не сказала, что мы разработаем авторскую программу по 11 класс. И уже в 11 классе вот эти детки, вот эти, да, третьеклашки, они уже совершенно другими должны выйти готовыми специалистами. Даже мы тут хотим ввести уже такой предмет, как трактор. Помните, было в советское время? Даже на грант можно купить трактор сейчас, приобрести. Да? То есть, да, вот как раз для автономной интеллектуальной организации, то есть у нас планы-то большие. Вот. Абсолютно правильный был вопрос о развитии данного проекта. На самом деле запускается как пилотный проект. Мы должны увидеть системный и показать Республике Коми системный подход к развитию через социально ориентированные коммерческие организации 3-го сектора, а в тандеме с сельским хозяйством, решая глобально федеральные задачи, поставленные правительством Российской Федерации президентом Владимиром Путиным, мы тем самым будем далее мультиплицировать во все муниципальные образования сельского хозяйства, который выступит в качестве, будем говорить, паровоза. На самом деле, это задача исполнительной власти, а с 3-й сектор просто дает толчок. Нет, все замечательно. Я просто как бы хочу немножко продолжения, да, разговора, как бы более. Я понимаю, вы опасаетесь, вы прямо вот на теплицу и все. Я хочу вам предложить более помасштабнее чуть-чуть и посмотреть. Смотрите, есть такое оборудование, по-моему, техники наши агропромышленные купили, вот такой стол микрозеленый, который выращивается, оно не очень дорогая. Но, то есть, я к чему это? То есть, теплицы. Я предлагаю вам начать с рассады, то есть покупается это оборудование для выращивания рассады, то есть дети сами его выращивают, потом сажают в теплицу, то есть как бы, да, для этого пригородный, договоримся, вопросов нет, как у них это поставлено, у них зелень тоже на столах выращивается, поехать, посмотреть, детям рассказать, показать, это мы все договоримся и как бы организуем, это даже не вопрос, абсолютно. Потому что на самом деле сегодня, если кто-то из детей там, из класса там, 2 человека или 3, это же вообще будет супер. У нас сегодня нехватка агронома, на самом деле она есть, и дети почему-то, если может быть и правда у кого-то интерес будет в этом месте, которые любят этим заниматься, правильно? Вот, поэтому хотела, может быть, давайте как бы чуть-чуть расширим, я вам дам реквизиты, и где это можно даже купить, и сколько это стоит. Вот этот стол
оно такой типа этажер с подсветкой, туда ставятся стаканчики, и там вот эта рассада выращивается. Оно много места не занимает, можно будет попробовать, вот как бы, да, в месте в комплексе это посмотреть. Да, это здорово. То есть внести в бюджет грантового Да, проекта. мы, Да, я думали, про- мы думали о том, что лампа специально есть для того, чтобы вот когда Вот выращивают есть рассаду. специальное А такое оказывается, оборудование, оборудование оно же уже это. укомплектовано вместе Да. с лампами, Вот. вместе со Это всеми этими рассадными очень- горшками и со всеми Хорошо, спасибо. и с этим. То есть это Может, можно. они дома будут пробовать. Да, Да. конечно. И микрозелень выращивать полезную продукцию. На самом деле это очень сегодня интересная тема, и выращиваем микрозелень, живем все на севере. У нас один фермер собирался, по-моему, тоже заняться, к нам на грант не пошел. А вообще эта тема интересная, и сегодня ведь, смотрите, и в магазинах, и в сетях продаются микрозелень, на пользоваться спросом. Круглогодично, конечно. Поэтому так, ну, как бы, Вот, спасибо Нет. большое, да, очень хорошо. А координаты, которые вы сказали, их можно в интернете найти или у вас какие-то свои связи? Уже есть, наверное, поставщики, да, такие? то, что Ну, вот вот про это наша есть, столовая. я вам Продукцию. да, оно у меня где-то есть, я его найду и просто Хорошо, да. спасибо. Безусловно, нужны ли нет нам здесь в этом вопросе еще специалисты Министерства сельского хозяйства для того, чтобы, вот, ну, наверное, маленькие еще, да, детки? Но смотрите, все равно с ними, ну, педагог, есть ведь нюансы с точки зрения, я не знаю, но мне кажется, все равно какая-то беседа с агрономом должна Да, быть, встречи там, да? Да. Такие, ну, в пригородном там, конечно, узкие специалисты, они там тоже, наверное, им покажут. Вот экскурсии ведь пригородно организовывали. Да, вот мы про это и хотели. Да, чтобы и- обязательно да, природные да. программы. Тут многие дети, даже и первый класс, и второй, и третий класс туда есть с удовольствием, им это очень нравится. Мгм. Посетить и посмотреть. И Да, да, мы это это всё. уже запланировали. Да, пригородно-то одно. Я-то, видите, вы хотите пока начать с растениеводства. Я Да, правильно мы понимаю? так Да? Мы-то, конечно, министерство, ну, может быть, другой класс, я не знаю. Мы хотим шире смотреть программу с точки зрения того, чтобы и свозить на ферму, где работают роботы, свозить на ферму, где там доильный зал, свозить на ферму, показать, как сегодня производится молоко, как оно охлаждается, потом поехать на завод, смотреть, как из этого молока делается йогурт, делается творог и так далее, и так далее. То есть вот эту цепочку. Я вас уверяю, после сегодняшнего круглого стола возникнет немало желающих открыть социальные и некоммерческие организации Да. и, Почему нет? и в тандеме через Министерство сельского хозяйства. Владимир сейчас предложил, да, Владимир Михайлович правильно говорит, мы должны еще и увеличивать, да, такие Да. сотка, чтобы не одно, потому что это Мы уже вторые. уже, Да. Вы уже вторые. то открыли уже. По сельскому РССР, хозяйству? да, РССМ открылась, и тоже на грант. Вчера НКО уже тоже На самом деле мы первые в Российской Федерации. Подождите. Про агрокласс? Нет, ну это же хорошо. Конечно. Это же Просто- чем больше, тем Конечно. лучше. Конечно, просто Мы не есть. конкуренты. Да, Нет. просто сейчас Надежда Владимировна будет подаваться на фонд президентских грантов, а в феврале будет грант головы. Вот тогда вот этот по Да. животным, как раз вот это будет Потому что вторая сумма история. очень небольшая, Да, да, первоначально. да. И мы, то, что уйдет на заработную плату преподавателей, то, что Мгм. уйдет на закупку нашего оборудования, мы на больше рассчитывать пока не можем. Тем более поездки у нас здесь А запланированы. там грант до какой суммы? До 500, по-моему. 500 тысяч пока. Первый, а далее до 3 А потом в этом же году, в Мгм. 23 году они снова подадутся, там уже до 3 миллионов. А, уже понятно. можно. Да, то есть Да. 2 раза в год Вот можно для подавать. первоначального этапа, я думаю, что пока вот с растениеводством мы начнем, Да, а да, действительно, да. раз у вас уже такие подвязки есть, возможности с выездами на ферму, то мы это можем уже дальнейшее развитие дать проекту. Сейчас уже. просто грант для молодежи до 35 лет у вас нет преподавателей до 35 лет. Нет, До Грант- миллиона. Нет, это мы работаем в этом направлении. Для Там физлиц. мы понимаем, мы работаем И давно в социальные этом проекты, направлении. Мы и работаем давно в этом направлении. Там изменились много условий. Если вам интересно, мы можем вам сказать. Да. Я про то, что данная автономная коммерческая организация может выходить и на ваши гранты впоследствии, да? Нет, Там не попадают, Нет, наверное. только под У прикол. нас только А сельхозпроизводители. знаете, как она может попасть? Я вам объясню. Следующее мероприятие, которое она будет проводить на гранты, она напишет грант на президентский на приобретение оборудования по переработке молока. Ставит ее на ферму какую-нибудь, я образно говорю, да, Осипову. А дальше уже привлекаются ваши гранты Осиповым.
если Здесь мы- Вот типа, да. Здесь Вот типа идет может. взаимодействие предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, законодательной власти, понимаете, и третьего сектора. Вот к чему мы должны прийти. И спасибо большое, что Наталья Павловна и Минсельхоз понимают и оказывают, как я услышал, оказывают всяческую Мы поддержку. вообще двумя Да. руками за. Здорово. Давайте, Здорово. да, запланируем сейчас. План действий надо, наверное, нам Да. наметить, как, для чего, кто чего делает. Да-да-да, у меня еще сейчас вопрос, Надежда Владимировна скажет план действий. Наталья Павловна, скажите, пожалуйста, смотрите, сумма небольшая. Есть ли возможность, я просто не знаю, потребуется или нет, у совхоза пригородный оказать поддержку, например, в виде грунта, там грунт, да, нужен, да? Машина. Что-то вот такого вот плана, что-то, я не знаю, там инструменты, может быть, какие-то есть, да, то есть техническая поддержка какая-нибудь. Ну, насчет грунта, я думаю, там ведь много не надо, может быть, Конечно. можно договориться. Да, да, то есть вот такие вот вещи. Там машина, наверное, не будет такой. Камиль-Брас вас поддерживает? Дмитрий, почему? Вы знаете, тут никто и спрашивать не будет. Если не Надо поддержат, спрашивать, это если не действительно. поддержат, то федерал их накажут. А почему они... Как, что вы взяли, что они не могут поддержать? Нет, я просто к тому, что Смотрите. это же образование, Подождите, это- как минимум, А что Да. скажет? Смотрите, у вас, и мы понимаем ваш вопрос, смотрите, тут сидят родители, тут сидит уже центр дополнительного образования, директор школы, библиотека, глава, то есть все представители Глава здесь, администрации. глава поселения, я имею в виду, да, тут все есть. Минобразование скажет, вы молодцы, мы вас поддержим, письмо поддержку они напишут. Мы уже практически всю работу сделали. Если привлекаются федеральные деньги, как Минобраз во главе с Якимовой откажется от этого мероприятия? Вы подумайте, что вы говорите. например, техникуму без разрешения какого-либо что-либо проводить запрещено. Они Подождите. Это государственное учреждение, тут социально Это ориентированное. муниципальная школа. Товарищи Ликбез. Что муниципальное? Школа муниципальная, нужно базис школы будет делать. Так уже, они уже все согласовали. Министерство. Подождите. Ну, это наш вопрос, Елена Правильно. Владимировна. не Направление наш вопрос. образования Давайте мы- Сахибинского района в курсе. Да, пусть они сами согласовывают, Да, с кем надо. Конечно. Нас это меньше всего. Да. Вот, все хорошо, мы все эти вещи в курсе, мы понимаем. Вот по плану действий, Надежда Владимировна, смотрите, она сейчас с 1 сентября начинается прием заявок по 17 октября. К проекту, к заявке обязательно прикладываются письма поддержки от партнеров проекта. Да, например, от Министерства сельского хозяйства, о том, что Министерство сельского хозяйства понимает, что этот проект социально значимый и готово оказать поддержку. И конкретно в чем? Надежда Владимировна подготовит вам вот этой части какой-то шаблончик, да, вы Да, его конечно. посмотрите, Конечно. и Надежда Владимировна, и потом вы подпишете, и она приложит. Вот в То есть, частности, да. даже вот то, что вы сказали, стол вот этот, вот, да, где вот, тоже можно будет прописать, что данную информацию... Нет, вы его будете закупать. Здесь мы нет. его будем закупать, но они информацию Да, предоставят. Это уже поддержка. Да, Понимаете, это уже уже поддержка у них идет с их стороны. информационная, да, Конечно, Нет, конечно. информационная, консультационная. Полная, методическая, вот эти все методическая. вещи, да. Вот это наше. Да. И самое потом главное. отдельное письмо поддержку возьмем от совхоза пригородный, готовы, например, тоже готовы там провести экскурсию, мероприятие и так далее, и так далее. Вот эти моменты Надежда Владимировна вам все подготовит. Ну, в принципе, практически и все на этом этапе. Да. А с февраля уже начинается уже срок, реализация самого проекта, да. Поэтому там уже все, что будет прописано, уже начинается взаимодействие уже. Вот. Здесь письма поддержки очень важны. Ну и на перспективу, Наталья Павловна, я предлагаю вам, как представителю министра сельского хозяйства и меня, как руководителя ресурсного центра «Вектор», на будущее рассмотреть и подписать соглашение о взаимодействии, соглашение о сотрудничестве через социально ориентированные коммерческие организации развития сельского хозяйства Республики Коми с привлечением федеральных внебюджетных средств. Мы не помощники, мы будем привлекать, Наша роль, обучать. да, наша роль в чем? Потому что Надежда Владимировна у нас как раз прошла обучение по созданию, регистрации СНКО, по подготовке социальных проектов. Мы подкинули идею как раз в этом направлении. Надежда Владимировна из 20 человек, которые обучались, единственно подхватила эту тему. Сахибинский район у нас приходили, молодец. Вот поэтому мы здесь в этом направлении как раз и двигаем СОНКО, как раз, да, по развитию территории. Кстати, АЛИ как работает, мы тоже АЛИ толкали, уже 2 года как толкали, слава богу, созрелым, поэтому латмиру, но там более широкий профиль идет в направлении, там привлечение ФСИН идет,
создание рабочих мест и тому подобное. Очень здорово, что его поддержали, там саженцами, миллион рублей там дали и тому подобное. Здорово, когда... Ну, лишь бы у него урожай был. Куда он денется? Вот он, пускай привозит с Деньги Азербайджана, да. деньги того ему дали, а он нам должен головку показать. Конечно. Тоннами килограммами, да? Конечно. Конечно, нам показатели нужны. Кстати, Людей должны накормить. Абдулаев сейчас сбоку смотрит трансляцию. Большой привет тебе, Али. Главное, чтобы урожай был. Конечно. Да, ну практически нам... И то, что вот вы сказали, на осень вы круглый стол будете. Да, мы планируем круглый стол, но он более такой, так скажем, это как бы создание агроклассов у нас это вот одна из подтем, потому что мы понимаем, что закрепление кадров населения нужно начинать с школьной скамьи, то есть с участием, правильно вы приехали, главы сельского поселения, привлекаем сюда руководителя предприятия сельского хозяйства, который работает на данной территории. Да, у вас его нет, у вас там что у нас рядом есть-то, что у нас там, мед лозы, мед, что там у нас есть, СФХ высокая. Есть у нас еще молодой человек, сейчас, когда сколько ему, 4 детей. Ну, чуть-чуть начинает. Но интерес, вот то, что помещения, которые в пашке стоят, кстати, Да, интерес пустующий, интерес есть к этому помещению. Там сейчас разбираются собственности, там же телятник недостроенный. Да. Сейчас они хотят его достроить, значит, и все-таки хотят, у нас есть желающие этот ресурс купить и разводить. Есть у нас 2 фермера в Сыктывкаре, которые хотели бы купить ферму в Пашне и завести туда скот. То есть сегодня есть нехватка животноводческих помещений, интерес есть. Я думаю, тем более там столько земель, Да, столько земель, они не все заросли. Там у нас и пригород не заготавливает, и Кушманов заготавливает, и кто только не заготавливает. То есть земли в основном это частные собственности. нет, не все, там же есть и муниципальные земли, много. Но очень много частной собственности. Вот, поэтому вообще эта тема интересная, и мы хотим, да, я начала с агроклассов, и как бы я почему и про старшеклассников-то, да, Андрей Михайлович, мы же в Зеленецкой школе, когда учились, да, я сама лично обучалась на тракторе, Конечно. на тракторе, у меня есть права третьего класса, тракториста, механизатора, мы обучались, на самом деле, это так, До сих пор там есть. да, вот, это- поэтому... Это к тому и пойдет. Поэтому надо все равно потихоньку подходить. Сейчас же уже вот тоже Гринаре в сентябре планируется форум молодежи, да, там тоже такие как агрокласс, но с более старшими уже идет молодежь. Собрать молодежь с направлением развития сельского хозяйства, чтобы их, как через них попробовать привлечь к нашему целую сельскому хозяйству. Обязательно. Проект, да, конечно. Хотелось еще спросить родителей, как вот все родители согласны? Или... Ну, сейчас еще летний период, конечно, но я думаю, у нас хорошие классы, и самая главная цель – это приучить детей к труду, что сейчас это уделено. В школе сейчас ничего нельзя и не разрешают, все через родителей. Я думаю, что мы проведем беседу, и родители будут, конечно же, согласны. Потому что это самое Это важное. самое главное, да. Мы еще планируем, как раз Надежда Владимировна тоже в бюджет заложит, интересные такие вещи для детей, стимулирующие, какие-то кепочки, какие-то отличительные моменты, может быть, жилетки, да, для работы там с надписью и так далее, какие-то грамоты, дипломы в конце, там, чаепитие с родителями, дневник наблюдений, да, тоже да, то есть такие вот фишечки интересные, да. Ну, детские моменты, когда для детей, чтобы было в центре игра. А потом одна из задач проекта вот это духовно-нравственное патриотическое воспитание, как Надежда Владимировна говорила, это встречи, беседы с теми людьми, которые работали на земле, они еще живы, они могут это рассказать, и чтение, и просмотр, чтение книг художественной литературы, и просмотр фильмов, которые касаются труда человека, обсуждение поступков героев. Это тоже очень важный момент, который будет отражен в проекте. Очень здорово, что есть такие люди, которые неравнодушны, которые Да. все-таки понимают, что за 30 лет общество потребителей созрело, надо что-то менять. Президент призывает к этому, и, соответственно, делают первые шаги. И очень важно, что системный подход, как раз Важно еще раз единица. повторюсь, да, системный подход, и Министерство сельского хозяйства так
тепло отзываются об этом проекте и готовы одержать всяческую поддержку. Значит, даже вот перспективу. На базе Центра эстетического воспитания, ну вот Андрей Михайлович, что вы видели, да, у нас есть территория прямо около 20 соток. То есть она, эта территория, ну, просто заброшена. Через года 2-3 она вообще там уже поросли пойдут кустарников на ней. Хотелось бы, если вот дети там дальше взрослее и придут на другие классы, но опять же, мы вручную это не вскопаем. Надо трактор. Трактор нужно залить ГСР какой-то. Вот, соответственно, да, обслуживать, да. Ну, то есть как раз, чтобы дети видели вот этот весь процесс, как мы уже было сказано, что это не просто тяжелый ручной труд, да, но это что в современном мире есть возможности, когда уже можно эту же почву обработать и получить хороший урожай. Зарабатывать на Да. Сейчас очень много Казахстан выпускает мини-трактора, мини-технику, вот как раз, наверное, вот как раз для участков, да, не большие трактора, а мини. Вот Елена Владимировна, я недавно информацию отправляла, да, вообще здорово. Все То будет есть, двигаться. да, Кстати, эта техника и для территории уборки там территории, то есть на поселении самом ее даже можно использовать, то есть там Для надо очистки, конечно, для да. Вот, это развитие Да. ТОСов, Да. понимаете, что это идет дальше Да. Через народный бюджет там можно На самом деле. Как объединять ОНО, ТОС и народный бюджет. Вот здесь очень хорошо. Вы как раз в этом направлении по технике и так далее, как раз и будете нас направлять, потому что вы в этом специалисты. Да. Вас слышат, Слава Богу. взаимодействовать и помогать всячески. Мы очень Понимаете, рады как это следующей здорово. нашей встрече, Да. что вы действительно слышите нас и можете нам помочь. нет, мы очень рады, что есть такие инициативные люди. И мы всегда поможем во всех вопросах, даже это не обсуждается, поэтому так, телефоны есть или Да, электронные есть. у нас, чтобы мы... Да, и вы, Галина Владимировна, уже напрямую тогда контактируете, Да. по письмам поддержки